Батыры болбой ел болбойт. Ар бир элдин өзү сыймыктанган тарыхый окуялары, ал окуяларга катышкан тарыхый каармандары болуш керек. Эгерде андай сыймыктана турган тарыхый каармандар, тарыхый окуялар болбосо, андай элдин келечеги жок. Ал эл башка бир элдин бөлүгүнө айланып кетет. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды билип, тарыхый каармандарды баалап, даңктап турушубуз керек. Ошолор аркылуу жаңы муунду мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка, жомарттыкка, марттыкка тарбиялашыбыз керек. Биздин жаңы тарыхыбызда андай каармандар көп. 90-жылдардын башында биз өз эгемендүүлүгүбүздү алып, жаңы мамлекет түптөй баштадык. Мамлекеттүүлүктүн 3 пайдубалы болот экен. Бул саясий пайдубалы, экономикалык пайдубалы, маданий, руханий пайдубалы. Биздин каармандарыбыз, тарыхый инсандарыбыз жаңы мамлекеттин түптөлүшүнө ар кандай салым кошуп келишти. Мына ошондой кыргыз эли биле турган, эстеп, даңктап жүрө турган каармандардын бири Баяман Эркинбаев. 90-жылдары ал жаңы кыргыз экономикасынын түптөлүшүнө салым кошкон жаш ишкер катары белгилүү болду. 1995-жылы Жогорку Кеңештин эл өкүлдөрү жыйынынын депутаты болуп шайланды. Ал кезде эң жаш депутаттардын бири болгон. Болгону араң эле 28 жашта экен. Мен аны менен ошондо таанышып калдым. Мен жана айткандай 3 фундаменттин ар бирине Баямандын аздыр көптөр салымы болду. Ишкер катар өзүнүн салымын кошту. Анын спортсмен, коомдук ишмер катары кошкон салымын белгилеп койгум келет. Самые отличительные черты Баямана. Наверное, бытует такое мнение в народе, вот сколько его уже нет, но когда я слышу о Баямане, кто-то когда говорит, они все время говорят, что он был сильным, таким патриотом своей страны, что он был хорошим спортсменом там, и так далее. Ну, я бы хотела вот сказать, что он был очень сентиментальным и очень, ну, так, очень добрым, таким очень отзывчивым человеком. И когда у меня берут интервью, у меня все время спрашивают, вот каким он был мужем, да, или отцом своих детей. Я хочу сказать, что Баяман, он
очень любил своих детей. Я знаю, что все мужчины любят, но у него была особая какая-то вот любовь, которую я даже не могу как бы словами описать, но я видела его глаза, когда он смотрел на своих детей, там, когда были первые отметки со школы, когда было первое соревнование моих детей. И я помню, даже вот перед смертью дочка была в первом классе. Она должна была пойти в первый класс, и 1 сентября он посадил ее на шею и сам прям пешком пошел отводить его в первый класс. Ну, потому что у него какая-то была неземная любовь к своей дочери. Хотя, когда мы поженились, он все время говорил: давай рожай только мальчиков, не надо мне девочку. Ну, я вот думаю, наверное, просто учитывая, что он самый младший, что у него 8 сестер, и, видимо, он хотел, чтобы были мальчики. И почему-то он все время говорил, что старшего Адилета я отдам спорт. Я говорю: он что, хочешь, чтобы он стал борцом? Он говорит: я хочу, чтобы он стал олимпийским чемпионом, например. Я просто думаю, что вот сейчас я думаю, тогда, когда он говорил, я так ее воспринимала, так обыденно, но с течением времени столько прошло, я вспоминаю, я просто думаю, что он хотел, чтобы он достиг того, что он сам не смог сделать. Поэтому был очень любящим мужем, например. И я немножко была капризная тогда, когда была молодая. И когда мы ругались, и я могла вообще не говорить, очень месяцами могла с ним не разговаривать. Но при этом я выполняла все свои женскую роль, да, там погладить, чтобы ужин, обед и завтраки, чтобы у него были, чтобы он на улицу выходил уже такой, знаешь, сытый и опрятно одетый. Но когда он просил прощения, он не делал, как все мужчины обычно приходят и говорят: ну, извини меня, там, так получилось, да. Он один раз, ну, так мы как-то что-то так сильно разругались. Ну, обычно, обычно на почве ревности, это все было молодые. Я утром просыпаюсь, мы с ним не разговаривали почти, наверное, 2 или 3 недели. Но я утром просыпаюсь, и у нас был двор большой, ну, это когда мы жили в Аше, и были розы. Вот не было ни одного места, он прям заложился. И потом уже мне говорили, что в городе не осталось ни цветов, ни в одном ларьке не было цветов. Он даже не хватало, он даже с районов собрал эти цветы и выложил вот такое море цветов. И когда мне говорят: самый лучший подарок в вашей жизни что? Ну, обычно женщины говорят: машина, бриллианты, шуба, да, там и так далее. Я говорю, что у меня было 1 миллион алых роз. И это было реально. Мы ее потом, когда выводили, это было несколько машин мусора. И мы по ним ходили несколько дней, пока все цветы не завяли. Ну, вот такой он был. Конечно, я про него могу говорить очень многое. И в каждой обстановке он был разный. Если это касалось что-то чаяния народа, он никогда не думал о нас. Он брал и уходил, и он никогда, как некоторые мужчины, не объяснял, почему он делает этот поступок, или почему он туда уходит и оставляет нас и так далее. А когда он был дома, он был идеальным мужем. Идеальным. Конечно, мы ругались, но это уже совсем другое, но я имею в виду его отношение к семье, к детям, семейным ценностям, к праздникам, как он относился, да, и он вырос же в очень большой семье, он 10-й ребенок у своих родителей, и, видимо, вот это вот он постоянно собирал людей дома. Не было ни одного праздника, чтобы мы сами там с детьми там или так. И мы каждый год ездили на отдых летом.
Не было, мне кажется, ни одного такого лета, когда мы с детьми не выезжали куда-нибудь на отдых. Баямана я знаю 2000 года, когда я начал работать губернатором Ошской области, он был тогда депутатом Жогорку Кеңеша. Значит, Баяман был очень, ну теперь, к сожалению, приходится говорить был, потому что человек прошло с тех пор, как он умер, 15 лет, но тем не менее, это уже прошедшим этапом мы говорим, он был очень великолепным, контактным, мужественным человеком, потому что у него была какая-то харизма его характера. Значит, он, конечно, вырос в среде больших спортсменов. Он с детских лет занимался алышем. А если чуть раньше посмотреть, когда я окончил медицинский институт в 1970 году, я приехал работать тоже цеховым врачом шелкокомбината. Тогда как раз я впервые увидел молодого, ну, вроде бы тогда он мальчик, но не мальчик, но он занимался тогда и как раз алышем. Парк имени Токтагула, это вообще воскресные дни, там занимались очень много народа. И было традиционно, значит, проводить гурёш. Это особенно характерно для южных регионов, потому что на севере таких гурёшей фактически не проводилось в те годы. И нам, молодым, ну, я буду считать, что после института нам было очень интересно, молодым людям было очень интересно обязательно посещать воскресные дни вот эта толпа людей. И Баяман впервые я тогда увидел, в 70-е годы, как он боролся. Ну, конечно, он боролся великолепно. Его особенно хватка, он хорошо знал вот, характер этого алыша. И когда он боролся, ну, фактически я видел, всегда он побеждал. Молодой, ну, вроде бы подросток, но рост он был высокий, почти по 2 метра. Но, однако, он такой жилистый, настоящий спортсмен. А последующие годы уже имя его, я продолжал работать в Ошской области, фактически 15 лет работал на юге. Вот он всегда, его имя было связано с этим алышем, Крюшем. Но когда я уже работал губернатором Ошской области, он уже был депутатом Жогорку Кеңеша, значит, он уже достиг определенных уровней успеха и в бизнесе, значит, он уже активный законотворец, уже выступал активно в Жогорку Кеңеше. Но губернатор, мы же исполнительские власти, всегда стараемся выполнять те законы, которые принимает Жогорку Кеңеш. Но он всегда, я по телевизору и личном контакте, когда он в субботу-воскресенье приезжал туда домой, он старался со мной встречаться. И какие наболевшие вопросы я ему говорил, как там мы друг другу вот так помогали и политики, и исполнительские власти. Потом Баяман, что для него еще характерно как человек, конечно, он, ну, мужественный был парень. Это был человек, ну, бесстрашный, это может быть немножко преувеличенный, но временами он был такой, являлся характер, он был бесстрашный человек. Бесстрашный, потому что даже в спорте были знаменитые борцы, он не боялся, шел с ним бороться. И парламент он выступал, не страшась там занимаемой должности, или возраста, или опыта. Он мог с ними поспорить, он мог с ними идти на какие-то конфронтации, но и находил общий язык. То есть он был такой бесстрашный, мужественный парень и в быту, и в обществе, и в политической жизни. Yunus Abduvahid, Özbekistan'dan, Fargana vilayetinden, Özbekistan tümeninden. Biz Cisman Devlet İnstitutu kurgan vaktimizde Bayamanlar Qishloq xo'jalik instituti qo'yardi. Qishloq xo'jalik instituti o'qib, juda chiroyli kurashgan, O'zbekiston terma komandasiga tushgan.
Keyin biz ularni birgalikda ilgari ko'proq 20 kunida Bag'dod tumanida ulardi. Ya'ni Haydar Baxtiyor aka boshchiligida Bag'dod tumanida bo'lib, shu Bag'dod tumanida ziborlarda birga bo'lganmiz. Bayamonda shunday bir yaxshi xarakteri bor-ku, hammaga birdaydi. Va shu bilan birgalikda sport o'sha bitta ko'rgan priyomini hech qiynalmasdan o'shani o'zlashtirardi. Ya'ni yonboshga olardi, o'yin turibga, chantirakka. Va shu bilan birgalikda u o'sha zibordagi bolalarni hammasi bilan bir yaxshi chiqishib, kurash sirlarini mukammal o'rganib kelgan. Baxtiyor aka hammani shu ziborni olib bir yarim oy zibor qilardi, shunda kelib qatnashardi. Bulardan bular bilan yaxshi kurashgan ulardan Mirzaqulov Shavkatjon bor. To'rayev Ahmadqul bor. Undan keyin mana Fahriddin polvonlar bor edi Bag'dodda. Bular hammasi shu O'zbekiston terma komandasi a'zosi. Mana undan keyin mana o'zlari kelib bitta ushbu kurashni rivojlantirdi. U odamni biz hozir yonimizda bo'lsa ham, u odamning ruhi biz bilan birga. Biz har doim buni eslaymiz, chunki buni ruhi shod bo'lsin, oxiri obod bo'lsin. Mana shu kurashda yaxshi ish qildirib ketdi. Assalomu alaykum Qirg'iziston xalqi. Biz endi O'zbekistonda Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa rayonini Dardaq qishlog'idan keldim. Endi Boyamon haqida bu gapiradigan bo'lsak, Boyamon juda bir tengsiz bo'lgan. Uni endi priyomlarni aytadigan bo'lsam, u priyomlari unda juda boy bo'lgan. Endi Boyamon polvon bilan shu bu chapga ishlaydi desang o'ngga ishlardi, o'ngga ishlaydi desang yonbosh ishlardi, qaytarma qilardi. Unda bir priyomlari juda ko'p edi. Biz endi asosan do'st bo'lganmiz. Jallod nima O'zgan shahrida 92-yili shu bir marta to'g'ri kelib, ikkovimiz ham bir-birimizni yiqitolmasdan ajrashib ketganmiz. Shundan keyin do'st tutunib, bir-birimiz bilan bordi keldik, shundaylar boshlanib qolgan. Endi Boyamon bu maktab paytida o'qiganda o'zi bir katta polvonlarni ham yiqitib, juda dong taratgan polvon edi. Nima desam bo'ladi, endi bu unday polvonlar endi kam, unday polvonlar bir priyomi, u polvonni priyomini mana priyomda ishlaydi deb ayta olmasdik. Boyamon polvonda juda bir priyomlari yaxshi edi. Juda yaxshi kurashgan polvon edi. Endi biz uchun yashasa bo'lar edi. Endi jicha nima bo'lib qolgan ekan? Mayli endi bolalariga bersin umrini. Mana bolalari ishini davom etkazyapti. Doimo bir-birimiz bilan bordi keldimiz uzilmasin. Shunday kurashlar ko'p bo'lsin. Bir-birimiz bilan qarindosh urug' tutunib yaxshi yuraylik. Bordi keldimiz uzilmasin. Tinch bo'linglar, doim kurashni rivojlantirish omadini bersin. Assalomu alaykum. Men Qo'ziboyev Sobir polvon, Loqat rayonining Yangi Loqat qishlog'idan, So'g'obi bog'idan men. Shu men Boyamon Rahmaliyev bilan ko'p yil birga kurashib yurganman. Boyamon Rahmaliyevni taniyman. U o'ta kurashga usta bola edi. Uni ko'p priyomlari bor. U o'ta chiroyli kurashgan o'z vaqtida. Boyamonni ko'p odamlar hurmat qilardi. O'ta kurashga usta qo'ygandi. Biz Boyamon bilan ko'p yillarda birga kurashdik. Shu o'zim mana shu So'g'obada O'zbekistonlik Ahmad polvon kelganda yiqilib qolganida shu o'z studiyada o'rnidan yiqilib turib, men Qirg'iziston uchun kurashaman deb turib, o'zi qanday qilib xuddi o'sha priyom bilan yiqitgandi Boyamon. U kunlari ko'p edi bolani. Endi bolalari otasini yo'lda ketyapti ekan, bolalarga omad tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin, bolalarni ham nima niyalar bo'lsa, niyalarga yetsin. Alloh omadini bersin hammasini. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iziston ahli. Men O'zbekistondan keldim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi Ravshanbek Isoqov. Xalq tilida Ravshan polvon bo'laman. Biz Boyamon Erkinboyevich bilan 1982-yildan beri do'st bo'lganmiz. Boyamon rahmatlik yoshligidan o'zi ajralib chiqib turgan polvonlardan edi. O'zini ko'rsata bildi. O'zini xarakteri, polvonlik xarakteri, yurish turishi, tutumi bilan biz xarakterimiz tushib do'stlashganmiz.
maydonda birga kurashib kim g'alaba qozonishidan qat'iy nazar hayotda qattiq do'st bo'lganmiz. Bir-birimizga yaqin do'st bo'lganmiz, bir-birimizni doimo istab, hurmat bilan tilga olib yurganmiz. Boyamon rahmatlik, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Juda katta ko'p ishlarni qilib, ko'p insonlarga yaxshiliklar qilib ketdi. Ko'p xalqlar o'rtasida do'stlikni, birlikni rivojlantirdi. Mana O'zbekiston, Qirg'iziston xalqlar do'stligiga ham juda katta hissa qo'shgan inson. Mana hatto bel olish, belbog'lik kurashimizni ham jahon arenalariga chiqishiga asosiy sababchilardan bo'lgan inson. Endi men ko'p gapirmayman. Polvonni ko'p gapirsa, gapirib adosi bo'lmaydi. Uni qilgan ishlarini gapirib tugatib bo'lmaydi. Bu ikki og'iz so'z bilan. Juda yaxshi inson edi. Joylari jannatda bo'lsin. Mana hozir xotirasiga kurash o'tdi. O'g'lini homiyligida juda xursand bo'ldimki, shuning uchun mana yoshlarni ruhlari shod bo'lsin deb men o'zim ham davraga tushib, bel ushlab kurashdim, mana g'olib bo'ldim. O'z vaznimda, o'z yoshimda. Shu fursatdan foydalanib shu Boyamon do'stimning o'g'liga kelajakda uzoq umr, omad, dadasini ham ruhlarini shod qiladigan bir zo'r yigit bo'lib unib o'sishini talab qilaman. Rahmat. Boyamon sportsmen bo'lib, жаштардын арасында спортты сергек жашоо образын пропагандалады. Депутат болып келгенден кейін Болот Шерниязов менен бирдикте улуттук спорт оюндарын жылдырууга, ага өзүнчө статус берип, мамлекеттик колдоо көргөзүүгө аракет кылышты. 2002 жылы Кыргызстандагы улуттук спорт оюндарынын түрлөрү боюнча мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын кабыл алышында Боямондун да салымы абдан чоң. Улуттук идентификация, улуттук самоидентификация, улуттук кайра жаралууда таяна турган багыттар болот. Мына ошондой таяныштардын бири ошол кездеги эң популярдуу болгон спорттун түрлөрү эле. Бул көкбөрү, анан алыш. Көкбөрүнүн түптөлүшүнө Болот Шерниязов кандай салым кошсо, анын эл аралык деңгээлге көтөрүлүшүнө кандай салым кошсо, алыш күрөшүнүн популярдуу болушуна, анын эл аралык деңгээлде тарашына Боямондун салымы ошондой чоң. Реально мы за короткое время с Боямоном, ну, где-то активной нашей дружбы, нашего совместной деятельности, это был
это 5 лет. И за это 5 лет сделано, конечно, очень много. И мы много вопросов с ним обсуждали, советовались, дискутировали, спорили. И вы знаете, когда он ушел, я и до сих пор часто такие капитальные вопросы, которые меня волнуют, которые нужно стратегическое решение, нужно принимать решение какое-то или так, я часто в мыслях с ним советуюсь, и вы знаете, мне это помогает. Я рад, что был знаком, и до сих пор ношу его в своем сердце. Когда нас познакомили с Байаманом, нам представили, что его в народе называют непобедимым. Жалко, мне не довелось видеть его, когда он борется, но в жизни, я бы сказал, он был непобедим и одержимый. Обсуждение для какой-то конкретной цели, он, если определялся, то до выполнения этой цели он полностью вкладывался, действительно был неодержимый этой идеей, и очень быстро, за короткое время можно было видеть результат. Конечно, он не боялся в ходе процесса что-то менять, не было догмы, вот только так. Всегда можно было обсуждать, доказывать, принимать объективные решения, где-то что-то менять, но цель никогда не отходил от главной цели. И, конечно, его во многом, наверное, остановил даже развитие в одних или в других сферах, я не знаю, в спорте. У нас какой-то момент был шок, но мы провели чемпионат мира в 2005 году в Казани. Был во Дворце спорта, ему выделен место, где был его портрет, где были цветы, где каждый мог подойти и с ним пообщаться. Но в дальнейшем все, что мы не проводили, все никогда не отклонились от той цели, которую мы определили совместно с Байаманом. Ну, в какой-то степени ему, конечно, этот характер ему помог выдвигаться по лестнице, по парламенту. И, конечно, у таких людей бывает что? Бывает очень много оппонентов, бывают враги, поэтому он, конечно, за это и пострадал. Он много делал по расширению и по дальнейшему улучшению, сделал Карасуйский базар как бы хабом. Значит, с Китая товары тогда те годы шли именно через Карасуйский базар с юга, а на севере через Дордой. Но он расширил базар, он определенные там акции завладел этого базара. Ну, там, по-моему, 2-3 человека были этого базара, Турат-базара. И расширил это сарай Айлюкмету Карасуйского района. И, конечно, торговля пошла. И в какой-то степени он и от этого, конечно, заимел тоже определенной прибыли. То есть он как бизнесмен начал уже расширять свои возможности. Потом он там увлекся выращиванием кур. Он ферму создал. И мне однажды он пригласил как губернатора посетить. Я увидел, что он создал хороший, значит, птицеферму. Значит, они вырабатывали мясо, яйцо, продавали и юг Кыргызстана, и на север отправляли. Ну, то есть я вижу, что он увлечен был и как бизнесмен разносторонний уже. Не только базар, у него были и производство зелени, овощей,
значит, птицефабрика у него была, и, по-моему, еще рыбой он занимался, выращиванием рыб. То есть, видите, в этом плане он не только заострился на базар, а был такой шире, свои возможности расширил, многосторонне он стал бизнесменом. Ну, в какой-то степени мне кажется, что по межэтническим вопросам тоже посодействовал. Неплохо было его присутствие в Оргкенесе в области, в какой-то степени. Вот некоторые были тогда радикалы, которые выступали там в отношении автономии Ошской области, также голос поднимали, какие-то поднимали радикальные вопросы в отношении языка и так далее. Но вот в этих вопросах он был очень реалистичный и своевременный, и в парламенте, и в обществе он так более трезво, более основательно выступал. В этом плане я его как политика, как интернационалиста, и в то же время он защищал, конечно, интересы основной нации, и чтобы было покой и мир юга Кыргызстана, потому что, вы знаете, за последние 30 лет на юге было две катастрофы межэтнические. Да? Вот в этом плане этот вопрос всегда висел на воздухе, и он был одним из таких, значит, ну, как бы будем считать, медицина медиатором, нейтрализующий такие острые моменты. Баеман был, может быть, для кого-то он, политика его видят с политической стороны, да, вот, например, спортсмены видят его как бы со стороны спортивной среды, да, и друзья как там друга своего видят, но он был уникален, и почему до сих пор, ну, стало уже, ну, 18 лет прошло, как его не стало, но его помнят почти все. Вот, вы же там ездите, я, например, баллотировалась с того же округа, в который баллотировался Баеман. Вот сегодня я могу, тогда я как-то внимание не очень-то к этому обращалась и даже, оказывается, не задумывалась, но у Баемана была такая черта. Вот смотрите, каждый политик в нашей стране, ну любой политик в мире, да, они куда едут, когда хотят баллотироваться? На родину. На родину, на малую родину. А Баеман, вот когда первый раз баллотировался, он пришел в Джордж-Кенеш, ему было 27 лет. Он в истории Кыргызстана, мне кажется, один из первых депутатов, который стал в таком раннем возрасте. 27 лет он стал депутатом Джордж-Кенеш, и он баллотировался с Узавского округа. Следующий у него уже был Баткен. Хотя, что его связывает? Ну да, его отец, ну, история ихняя, вот как бы, да, он спустился с Баула, с Лиликского района, но он же никогда там не был. Когда он спустился, они уже жили в Карадыре, но он почему-то вот именно сыграл очень большую роль, когда именно создавали Баткенскую область. Тогда Мамат Мариевич Айбалаев был первым губернатором Баткенской области. Очень много внес туда и баллотировался оттуда. 98% он набирал. Потом, во второй раз, уже когда политики они говорят: Баеман, ну освободи место в Баткене там, и так далее. Вот когда ты баллотируешься, там нету ни у кого шансов получить голоса. И он говорит: да, мы даже вот уезжали, я помню, мы улетали в Анталию с детьми летом,
И вот он очень долго разговаривал по телефону, я нервничала, потому что нам уже надо было идти на посадку, и я говорю, давай быстрее. Он говорит, сейчас я договорю. Я говорю, о чем ты разговаривал, с кем так долго? Он говорит, ну там делят округа депутаты. И они мне говорят, мы вот это я себе забрала, это я себе забрала. Я говорю, а ты что сказал? Я сказала, ну оставьте, вот все, что вам не нужно, оставьте. Он даже никогда не боролся за эти округа, там он никогда не боялся. Вот мы потом приехали в Кадамжай и просто вот баллотировались. Вот так его любил народ. Его даже не надо было представлять, не надо было делать вот эту пиар-компанию, да, как-то его раскрывать как политика там, и так далее. Но его просто любил простой народ очень. Вот в какой бы район он ни заехал, да, я уверенностью могу сказать, чтобы он набрал бы вот эти 96-98%. Вы даже можете, так интересно, мы даже иногда ЦИК просили, чтобы они не поднимали эти. Можно спустить, пожалуйста. Сейчас мы боремся за каждый голос, а когда Байман баллотировался, что мы даже приходили и говорили, можно не 2-3% убрать, ну, чтобы вот, ну, не больше было, чем у президента тогда. Вот, ну, вот такой он был человек. Поэтому он многогранен очень. И если вы будете разговаривать с друзьями, вы, наверное, откроете совсем другого Баймана, смешного, такого наивного. И он иногда был очень наивен, конечно. Он очень верил в людей. И я думаю, что вот эти трагические события, которые с нами произошло, это, наверное, тоже как бы в какую-то роль сыграло его вот этот характер, когда он всем доверял. Он прям, потому что он никогда сам никого не обманывал, не кидал. У него было такое, вот он прям сказал и все. И он второй раз к этому он никогда не возвращался. И вот такие вот у него были черты. Знаете, Байман же боролся, он был мастером спорта по дзюдо и так далее, но он боролся по национальной борьбе. И почему его знают все на юге и вообще как бы в Средней Азии? Потому что он был одним из лучших. Бывает вот, ну, чемпион мира, например, да, по лыжу. И вот он очень долго вот все время думал, да, типа, надо сделать так, чтобы вот прям национальную борьбу надо поднимать, И когда он стал депутатом, был инициирован законопроект о национальных видах. Я думаю, что он тогда вот он говорил, вот мы пишем сейчас закон о национальных видах, надо поднять статус, надо и так далее, и так далее. Это было такое время, когда развалился Союз, и каждый народ, да, доказывал свою идентичность. Вот прям они хотели, вот каждый народ хотел свой вид спорта поднять и так далее. Это был именно этот период, и тогда он говорит, надо наш алыш включать в Олимпийские игры. Ты даже не поверишь, как я смеялась, я не могла успокоиться. Я говорю, Байман, ну давай реальные вещи делать. Я тогда даже не понимала, насколько и что он вообще хотел. И есть такой человек, Гентас Вилейта, с Узбекистана, есть с Беларуси. Он позвал всех людей, которые как-то вот были в спорте, и делал консилиум большой такой в городе. Ну, у нас в доме, прям они вот все приехали, сели за стол, начали обсуждать, и тогда Байман, я вот слышал, как он сказал, а реально ли
наш национальный вид включить в Олимпийские игры. И тогда все началось. Была такая большая, такой большой консилиум. Кто только не говорил, и вот тогда вот зародилось. Я хочу включить алыш в Олимпийские игры. И почему алыш, да? Обычно же куреш у нас говорят, национальный вид это вот кыргыз курюши, там куреш там и так далее, ферганская борьба и там очень многое. У них это как бы название, но Байман почему-то хотел, потому что он хотел, чтобы все поясники мира вот собрались под одной эгидой, чтобы была такая, чтобы алыш был и для узбека, и для таджика, и для казаха, и для немца, например, чтобы это было понятно и такой был, чтобы он был интернациональный. Ну, естественно, когда об этом все говорили, очень много было, почему алыш, давайте по-другому назовем и так далее. Но взято из Манаса, из эпоса Манас. И вот там очень много работали эксперты, там очень много. Он почти всех подтягивал со всего мира, очень многие эксперты, и в конечном итоге остановились на алыш, что наша национальная борьба, алыш, чтобы подтянуть всех поясников. Я сейчас думаю, когда я сама потом уже как бы работала с алышом, я поняла его вот эту самую большую идею. Он просто хотел, чтобы алыш стал для каждого родным, чтобы все могли бороться. 2002 жыл Ош шаарында Байаман эл аралык алыш федерациясы түзүлгөнү боюнча жарыялады. Андан бери алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн 18 чемпионаты, Азиянын 17 чемпионаты өтүптүр. Европада эле 10 чемпионат өтүптүр. Ошентип биздин намысыбыз, сыймыгыбыз болгон улуттук оюндун түрү ошо дүйнөлүк масштабка көтөрүлүп жатат. Азыр ал олимпиадалык оюндардын түрүнө кирүүгө кандидат болуп турат. Мунун өзү Кыргызстандын руханий байлыгына, балдарды патриоттук тарбиялоодо, улуттук арнамыз, кадыр-баркты калыптандырууда салмагы, баркы, орду абдан чоң дегенди билдирет. Үчүнчү багыт мамлекеттүүлүктү саясий фундаментин бекемдөө деп айттык. Байаман эркин, көз каранды эмес, парламентарий болгон. Көп маселелерде биз чогуу болгонбуз, көз карашыбыз бир болгон. Байамандын Кыргызстандын парламентаризм институтун калыптандырууда чогуу салмы бар. Байамандын саясатчы катары бир иши жакшы эскерилбей айтылбай келе жатат. Бул ошол кездеги президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк диктатурасына эл көтөрүлүп каршы чыгып, март революциясы болгон. Ошол март революциясынын болуп калышына Байаман Эркинбаевдин салымы абдан чоң. Эгер Ошто, Баткенде эл көтөрүлүп чыкпаса, март революциясы Бишкекте ийгиликке жете беле, жетпейт беле белгисиз. Жалалатта болуп отурган, Бишкекте болуп аткан окуяларга дагы Байамандын түздөн түз салымы бар. Ошол күнү мен Ош шаарында Байаман менен чогуу жүргөм, көргөм, билгем. Ошондуктан мен бул сөзүмдү мындай ынанымдуу жоопкерчилик менен айта алам. Бул келечекте айтыла турган, келечекте изилдене турган тарых. Байамандын өмүрү биздин жаштарга үлгү боло турган, аларга сабак боло турган, анан эң негизгиси аларды шыктандыра турган өмүр. Ошондой үлгү. Мен жана башында айткандай, биз өз каармандарыбызды билишибиз керек.
аларды эстеп жүрүшүбүз керек. Эстеп эле эмес, даңктап, барктап жүрүшүбүз керек. Почему именно Алыш, я вот потом уже начала это все прекрасно понимать, и я понимаю, что он тогда вот, у него была эта гениальная идея, потому что когда мы в 2001 году первый раз сделали чемпионат мира, приехали же 38 стран. Это было в городе Ош. Я тогда похудела на 8 килограмм, потому что все вот это вот, всю организацию, это сейчас очень много организаций, которые могут это, если ты закажешь, они это все могут делать, но тогда этого всего не было. Мы были, мне кажется, самые первые, которые вот именно по национальному виду провели, и тогда я помню девушки с Африки, немцы, белорусы, украинцы, там все, и когда они начинали там со свистка и говорили «Алыш», это вообще нужно было. Там люди прям в стадионе стояли, прям, знаешь, и вот был такой огромный такой праздник. Я поэтому думаю, что... И потом он сказал, я хочу, чтобы Аделет стал чемпионом Олимпиады. Я говорю, и я вот хочу, чтобы был Алыш. И он по Алышу боролся, понимаете? А судьба так просто сегодня распорядилась, что я не хотела, чтобы он был спортсменом. Я просто хотела, чтобы он продолжил дело своего отца. И вот сейчас, слава Аллаху, он этим занимается. Поэтому Алыш для нас, не только теперь уже для нас, и не для нашей семьи, уже для многих спортсменов, для нашей страны, и для спортсменов других стран, которые сегодня борются по Алышу, уже, наверное, что-то родное и очень, как тебе сказать, это площадка, когда любой парень из села может стать чемпионом и поднять наш флаг. Это же прекрасно. Поэтому Алыш — это Алыш.